Hey Lord, want to buy me a Mercedes-Benz. Господи, подари мне Mercedes-Benz. Эту песенку Джанис Джоплин пела в начале 70-х. Вскоре Джанис Джоплин умерла, а Мерседес, как был, так и остался символом состоятельности. А что делать в том случае, если состоятельность достигла максимума, если обычного Мерседеса не хватает? Опережая конкурентов, на этот вопрос попытался ответить сам Мерседес, точнее концерн Daimler Chrysler. Вот. Майбах. Для тех, у кого жизнь состоялась на все 100, осталось иметь только $500 000. Интересно прокатиться? Впрочем, нет. Законы жанра предполагают то, что я должен сидеть на заднем сиденье. Законы жанра. А что это за имя? Майбах. Откуда оно появилось? Сейчас мы вам расскажем прелюбопытнейшую историю. Сотню лет марка «Мерседес» ассоциировалась с двумя известными персонами – Карлом Бенцем и Готлибом Даймлером. Говорим «Мерседес», подразумеваем «Даймлер-Бенц» и наоборот. Статус-кво сохранялся до тех пор, пока маркетологи из концерна Daimler Chrysler не задумали выпускать самый престижный в мире автомобиль. Назвать его просто «Мерседесом», пусть даже каким-нибудь 700-м, язык не поворачивался. Начали искать исторические аналоги. И нашли. Являлось уже такое чудо в середине 30-х. Разномастный модельный ряд кабриолетов, седанов и ландо, объединенные 12-цилиндровыми двигателями и ценой, равной стоимости целого стада опельков. Авторы этих автомонстров — конструкторы отец и сын Майбахи, доселе известные лишь узкому кругу специалистов. Папаша Вильгельм дорабатывал серийные бенцы, ковырялся в моторах, метался между небом и землей, то увлекаясь двигателями для дирижаблей, то вновь возвращаясь на Ниву автопрома. И сынок его, Карл, та еще штучка, вся грудь в железных крестах, полученных за успешную моторизацию вермахта. Потом, правда, отправился замаливать грехи во Францию, налаживал там выпуск подвижного состава. В производстве массовой гражданской продукции ни папа, ни отпрыск особо не преуспели. Что же о них вспоминать? В общем, для майбахов, подобно чебурашке, не нашлось даже строчки в энциклопедии. И вдруг конструкторов второго плана переводят в сан почетных святых, а рекламная кампания престижной новинки жестко увязывается с творческим путем этих господ. Из глубины архива всплывают удивительные подробности. Первые двигатели внутреннего сгорания, первый самобеглый велосипед, первый четырехколесный автомобиль, даже идея переименовать Даймлеры в Мерседесы — все это заслуга семейки Майбахов. А самому Даймлеру отныне отводится роль умного, но расчетливого менеджера, севшего на шею гениальному, но доверчивому Майбаху. А Карл Бенц, тот и вовсе лишь подсматривал за происходящими событиями через щель в заводском заборе. Просьба знатоков автомобильной истории — со стула не вскакивать. Нынешний Майбах достоин своего легендарного пращура. Это уже не единичная, а серийная продукция. Правда, объем выпуска микроскопичен — около 1000 экземпляров в год. Что и понятно, в производственном процессе превалирует ручной труд. Цикл строительства автомобиля — 2 недели. Технология белых перчаток. Не сборка, а ритуальное действо. Каждый болтик хочется величать на «вы», а к двигателю обращаться «ваше высочество». Привычное понятие опции в данном случае воспринимается как вопиющий моветон. All included. Все включено. Но имеются антиопции. Клиент может отказаться от холодильника и прозрачного люка. Совершенно бесплатно. А вот улучшать в этой машине уже, кажется, нечего. Если только заказать какие-нибудь финтифлюшки из массива древа познания или шлифа философского камня. Майбах есть абсолют. Предлагаются 2 размерчика. Один длиной 5,7 метра, второй 6,200. Их так и называют. 57 и 62. Главная ставка делается на роскошь интерьера. Тут Майбаху равных нет.
И если в короткой версии проскальзывают смутные штрихи демократизма, то длинный вариант рассчитан исключительно на рафинированных сибаритов. Хозяин такой машины сам никогда не сядет за руль. Не положено. Регулировок задних сидений масса. Можно откинуть спинку, можно вытянуть ноги. Но знаете, что понравилось больше всего? Здесь есть кнопочка, с помощью которой включается массаж. А это очень скрашивает одиночество. Ну, это уж, извините, кокетство. Владельцу Майбаха одиночество не грозит. Его окружают роскошные дамы, он в центре богемной тусовки, элитные клубы распахивают перед ним свои двери. Впрочем, ему и в собственном Майбахе неплохо. Желаете просветлить или, напротив, затемнить прозрачную крышу? Не хотите ли спить шампанского из серебряных фужеров? Решили посмотреть любимую киношку или связаться с управляющим новозеландского поместья? No problem. И все это на ходу, больше напоминающим плавное скольжение яхты по Адриатической глади. Только скорость несколько выше, 250 км в час. И динамика впечатляет до сотни за 5,5 секунд. Неплохо для 3-тонного лимузина. Но тут возникает вопрос, а зачем все это? Может, прикупить парочку тех же «Мерседесов», добавить к ним какой-нибудь «Порш», а для своей подруги еще и «Мини-Купер»? Но это мы, плебеи, так рассуждаем. У миллиардеров особая экономия. А знаете, несмотря на всю эту роскошь, мне там было не очень-то уютно. Наверное, не дорос. Но вот что любопытно. Несмотря на то, что в Россию в этом году будет поставлено всего-то 5 или 6 таких автомобилей, все они уже куплены. То есть Майбах – это дефицит. Товар повышенного, причем неудовлетворенного спроса. Очередь. Но я в ней не стою. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?